Оказаться на вершине успеха под силу далеко не каждому. Тут собрались мальчишки и девчонки, которые готовы карабкаться к победе, несмотря на свои страхи. Спортсмены соревнуются на 10-метровых эталонных трассах. Соревнования в лазании на трудность проходят в спорткомплексе Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан. Всего в соревнованиях принимают участие спортсмены из 9 регионов Приволжского федерального округа. Я заметила, что у каждого скалолаза на поясе есть маленькая сумочка. Что это за сумочка? Эта сумочка – это мешок с магнезием. Магнезий нам помогает, чтобы у нас руки не скользили. То есть мы лезем, помагнезились, встали и дальше полезли. Расскажи про свой результат. Мне не очень понравилось, потому что мне не хватило сил. На зеленый мне очень мало хватило сил, щипком. На красное я просто тупо не дотянулась и не смогла долезть. Состязания проводятся в 2 дисциплинах – лазание на скорость и на трудность. У каждой возрастной категории участников своя трасса. Участие в первенстве приняли спортсмены от 10 до 19 лет. Все они разделены на 4 возрастные категории. Расскажи, что нужно, чтобы заниматься скалолазанием. Во-первых, хорошая выносливость, техника и работа рук с ногами. Хорошая постановка в трение, ну и обязательно, наверное, работа больше в определенной дисциплине, которая тебе больше нравится. Как ты оцениваешь трассу? Трассы очень крутые, впервые такие вижу. В принципе, скорее всего, будет трудность на первой трассе, так как потолочка у меня не очень идет. А со второй трассой растяжка у меня хорошая, и думаю, топну ее. В лазании на скорость среди девочек 3-е место заняла Кузнецова Дарья из Пермского края. 2-е место заняла Кушаева Камила из Республики Башкортостан. 1-е место заняла Лисицкая Вероника, Пензенская область. Из мальчиков 3-е место занял Даукаев Эдуард, 2-е место занял Хабибулин Артем, 1-е место занял Нагаев Алмаз, и все они наши из Республики Башкортостан. Лазание на трудность из девочек 3-е место заняла Ибраева Виолетта из Республики Башкортостан, 2-е место заняла Селиванова Екатерина из Пермского края, 1-е место заняла Степанова Наталья, тоже из нашей республики. Из мальчиков 3-е место занял Фазылбеков Азамат из Республики Башкортостан, 2-е место занял Горобудро Ярослав, 1-е место занял Насибулин Тимур, и все они из Республики Башкортостан. Этот вид спорта развивает логику, силу и выносливость. Экстремальное увлечение стало для ребят делом их жизни. Ирина Мусалямова, Тимур Кашаев специально для «Горы новостей».